Что такое гражданское общество? Гражданское общество означает действенный государственный сектор, сильный бизнес-сектор и активное гражданское общество. Как показывает мировой опыт, когда все три сектора хорошо взаимодействуют между собой, получается высокоэффективное демократическое государство. Там же, где в отношениях трех секторов доминирует государственный сектор, государство становится бюрократическим, равнодушным к правам и интересам граждан. Существует угроза сращения целей и функций государства и бизнеса. Тем самым не учитываются интересы граждан. Каким образом организации гражданского общества вносят вклад в принятие общественно значимых решений? Организации гражданского общества собирают потребности граждан и распространяют взгляды и мнения граждан. Если обратиться к Кодексу рекомендуемой практики гражданского участия Совета Европы, выделяют следующие уровни гражданского участия от наименьшей до наибольшей вовлеченности. Гражданское общество принимает участие в принятии общественно значимых решений путем информирования, участия на консультациях, построения диалога и партнерства с государством и бизнес-сообществом. Организации гражданского общества могут участвовать на любом уровне гражданского участия. Данный видеоролик предназначен для организаций гражданского общества, которые заинтересованы в эффективном продвижении гражданских инициатив. Процесс гражданского участия можно представить в виде цикла. И давайте сейчас рассмотрим каждый этап данного цикла. Первый этап – это определение повестки темы, проблемы. На этом этапе организации гражданского общества участвуют в определении повестки темы через выявление проблем, предложение проектов решений и обеспечение наличия фактов и доказательной базы в поддержку обозначаемых проблем и предложений. Следующий этап – это поиск пути решения выявленных проблем. В ходе этого этапа организации гражданского общества разрабатывают законодательные предложения для того, чтобы государственные органы могли учитывать разные взгляды и мнения граждан до принятия решений. Третий этап – это продвижение предложений и общественно значимых решений. На данном этапе организации гражданского общества активно продвигают свои законодательные предложения через проведение различных advocacy мероприятий. Заключительный этап – это этап мониторинга и оценки. На этом этапе организации гражданского общества осуществляют мониторинг и оценку результатов продвижения гражданских инициатив. Организации гражданского общества могут принимать участие на любом из этих этапов процесса принятия общественно важных решений для того, чтобы донести мнение граждан до государства. Теперь рассмотрим пример гражданского участия. Как проводить мониторинг и оценку результатов продвижения законодательных инициатив? Сейчас мы поговорим про понятие эффект кобры. И тут вы можете меня спросить. Мы же обсуждаем про мониторинг и оценку, причем тут змеи. Я вам расскажу историю. История довольно забавная, потому и она популярна в узких кругах. Мониторинг и оценка – сфера очень широкая, поэтому мы, специалисты по мониторингу и оценке, любим адаптировать разные интересности под себя. Итак, давным-давно Англия колонизировала добрую часть планеты, в том числе и Индию, из которой вышла очень даже прибыльная колония. И на удивление проблем с колонией не было, кроме ядовитых змей. Там и змей сейчас хватает, а это крайне опасно, особенно если вы не умеете с ними обращаться. Какое логичное решение можно было принять на месте англичан? Платить местным за каждую убитую змею. Эффективно и недорого. Жители действительно стали убивать змей и за это получать деньги. А для кого-то это стало основным источником дохода. Было бы все хорошо, если бы не одно «но». Змей начали разводить дома, чтобы спокойно убивать их и получать за это награду. Вроде всех все устраивало, но когда на улицах змей становилось все меньше и меньше, программу ликвидации ядовитых змей было принято отменить. А зачем вам дома держать змей, за которых вы ничего не получите? Правильно, народ их массово начал выгонять на улицу. Убивать их не нужно, но и дома держать и кормить невыгодно, да еще опасное домашнее животное. И вот вам обратная сторона. Если раньше случайные кобры заползали на улице, то теперь улицы были наполнены ядовитыми змеями, которые привыкли жить с людьми и вовсе не боялись их. Ситуация ухудшилась кратно. Отсюда и понятие эффект кобры, под которым понимают все действия, которые недостаточно были продуманы и приводят к противоположным изначальному замыслу результатам. Какие инструменты могут быть использованы при рассмотрении данного примера? Первое. Провести мониторинговую оценку действий по решению
общественно значимых проблем. Для чего? Для того, чтобы оценить эффект воздействия на решение проблемы. Второе. Внести корректировки в план мероприятий по решению проблемы. Для чего? Для того, чтобы принять дополнительные меры, направленные на улучшение ситуации. И в-третьих, мониторинг и оценка действий проводится не с целью найти виноватых, а с целью определения сдвигов и прогресса в реализации общественно значимых решений. Более полную информацию об инструментах и методах гражданского участия можно получить в практическом руководстве, которое разработано в рамках проекта ПРООН «Интеграция основ инклюзивного, ориентированного на человека и правозащитного подхода в национальные правовые процессы, процессы правосудия и постконституционные процессы, реализуемого Общественным фондом «Фонд развития права и бизнеса». Партнерство государства и гражданского общества – это основа соблюдения прав граждан и повышения качества жизни наших граждан.